Участие в избирательной кампании в настоящее время принимают 14 кандидатов, 12 представителей партии и 2 самовыдвиженца. В качестве самовыдвиженцев на выборы идут Владимир Путин и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. Окончательный состав претендентов на эту высшую государственную должность будет известно 10 февраля, когда ЦИК России закончит работу по проверке представленных ими подписей и остальных документов и зарегистрирует в качестве кандидатов. Тогда вот окончательный состав будет известен только тогда. И, соответственно, нам будет известно, сколько человек, сколько кандидатов будет в бюллетене, который нам необходимо печатать здесь на месте. Ну, мы, естественно, как и вся страна, как и все избирательные комиссии по всем субъектам осуществляем свою работу в соответствии с тем календарным планом, который утвержден Центральной избирательной комиссией, сроки, которые установлены ими этим календарным планом. И, в принципе, на сегодняшний день проблем с этим нет, и все необходимые мероприятия мы выполняем. Не только избирательная комиссия республики, но и комиссии территориальные и участковые. Для участковых пока работа для них начнется, вот в принципе активная фаза их работы начнется после того, как наступит время, когда участковые комиссии будут принимать заявления от избирателей, которые хотят голосовать не по месту своего постоянного жительства, а не по месту регистрации. Руководитель региона, обращаясь к участникам совещания, отметил, что до главного политического события выборов президента России остается совсем немного времени. И в связи с этим он призвал руководителей политических партий провести всю необходимую работу со своей стороны, чтобы выборы в регионе прошли максимально организованно и прозрачно. В рамках избирательной комиссии нашей, ну и в рамках наших договоренностей, чтобы выборы проходили первое прозрачно, второе организованно. И третье, чтобы друг другу не мешали, а наоборот помогали в плане того, чтобы каждый из вас обеспечил бы на своем направлении порядок и помогал бы власти грамотно и подготовить и провести выборы, любые выборы, в том числе в данный момент выборы президента Российской Федерации. У нас большой опыт есть и у руководителя избиркома республики, и коллектива проведения выборов различного масштаба. Поэтому беспокойства у нас особых не вызывает по организации проведения. Но, тем не менее, конечно, мы с вами должны максимально включиться в работу, в том числе, о чем я просил бы, и реклама, рекламные щиты и так далее. Если уж поставили, то будьте добры за ними присматривать, смотреть, изучать. Максимально нужно посмотреть и по наблюдателям, максимально нужно посмотреть по явке. Если мы представляем там какие-то политические партии или самовыдвиженцев, мы должны работать в своих коллективах, в своих партиях, со своими депутатами, если таковые есть, и сделать максимальную явку. Независимо от политической принадлежности, партийной принадлежности, власть вам тоже в этом вопросе оказывает и будет оказывать помощь и поддержку. Я уже и раньше об этом говорил. Не только партия власти, как Единая Россия, но любой партии. Тем более, если это представители депутатов парламента республики. Спикер Ингушского парламента, в свою очередь, подчеркнул важность обеспечения явки населения на выборах главы государства. По словам Зелимхана Евлоева, избиратели должны проявить активность. От их голосов будет зависеть будущее России и Ингушетии. Сегодня мы готовимся к 18 марта. Это выборы президента страны. Это очень важное политическое мероприятие года. И нам всем нужно активно подключиться к этой работе и, конечно же, в первую очередь обеспечить явку нам всем. Нам всем, значит, те политические партии, которые имеют своих кандидатов, и вы должны людей агитировать, чтобы они проголосовали за ваших кандидатов. Мы любим республику нашу, и мы должны понимать, что это и наша с вами политическая такая активность. Напомним, уже 10 февраля ЦИК России объявит окончательный список кандидатов в президенты Российской Федерации, который будет отражен в избирательных бюллетенях. Хади Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рамзан Ахильгов. Новости 24.